что же, непременно пора начинать очередной выпуск программы «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Башкортостан». И сообщить, что за окном 15 января 2026 года, середина первого месяца, вроде бы только что наступившего года. Четверг, 10 часов и 1 минута в Башкортостане. Соответственно, все на своих местах. Также на своих местах ведущие, а именно Женя Коноплин. И Руслан Валиев. Доброе утро, дорогие подписчики. С самого утра в прекрасном расположении духа под аккомпанемент наших голосов, пожалуйста, подойдите, поставьте лайк, напишите нам, что вы думаете о сегодняшнем дне, и обязательно подпишитесь на все наши соцсети, в описании все есть. Именно так. Также я на всякий случай напоминаю, что мы помогаем обходить блокировки интернета, мы помогаем находить доступ к свободной информации, к свободе слова как таковой. Для этого можно обращаться к нам в редакцию через бот обратной связи, который легко найти в нашем телеграм-канале. Под каждой новостью в конце есть кнопочка «Прислать новость». Там можно, кстати, собственно, новости присылать. Некоторые из вас это делают и делают регулярно. Вот, кто-то злоупотребляет, отправляя туда буквально каждую мысль и представляя себе эту функцию как собственную соцсеть. Ну, да ладно, как говорится, это переживем. Все-таки во всем потоке есть и кое-что полезное. А именно видео, фото, просто сообщение о том, что где-то что-то случилось. Многие, кстати, используют это, чтобы сообщить о том, что похоронили очередного бойца СВО в той или иной деревне. В общем, вот так вот с миру по нитке мы и формируем картину Башкортостана с точки зрения независимой журналистики. Да, представляете, вот просто вчера общаюсь с человеком, который периодически помогает некоторыми новостями интересными. Человек разговорился и просто выдал мне, что 2 девчонок не так давно убил СВОшник, одну сбросил с 8-го этажа, вторую просто, и, видимо, как-то вот избив и убив. И все это дело замяли. Ребят, если у вас есть такие новости, и вы о них не рассказываете, я не знаю, конечно. Надо рассказывать обязательно. Вот, а Женя, конечно, заинтриговал. Действительно важную информацию, судя по всему, удалось добыть. И со временем, в ближайшем будущем, я надеюсь, что она появится уже в таком нормальном, удобоваримом виде, для того, чтобы можно было уже утверждать. Вот. Ну а пока давайте послушаем новости в стране и в мире по итогам среды 14 января. В Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он также поручил создать штаб по координации ситуации в Киеве. Накануне мэр украинской столицы Виталий Кличко объявил, что в городе самая сложная ситуация с теплом и светом за все время войны. По его словам, сотни домов остаются без отопления в мороз. Электроэнергию подают в квартиры только на 3 часа в день. Масштабные сбои начались после массированного российского удара 9 января. США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. Об этом Reuters сообщили неназванные европейские источники. При этом израильский источник агентства отметил, что американский президент Трамп, похоже, принял решение о военном вмешательстве, хотя масштабы и сроки пока не ясны. На фоне этого США выводят часть персонала с баз на Ближнем Востоке, опасаясь возможного ответного удара со стороны Тегерана. Позже тот же Трамп заявил, что якобы у него есть информация, что в Иране убийства прекратились и казни не планируются. Соответственно, данные очень противоречивые, и представить себе, что он решит в конце концов, сложно. Еврокомиссия представила предложение по кредиту Украине на 90 миллиардов евро. 60 миллиардов пойдут на военную поддержку, еще 30 на бюджетную. Сумма рассчитана на покрытие финансовых потребностей Киева на 26-27 годы. Первые средства поступят уже в апреле. В декабре стало известно, что Евросоюз предоставит кредит Украине без использования замороженных российских активов. Президент Финляндии Александр Стуб может стать спецпредставителем Евросоюза для переговоров с Владимиром Путиным, пишет Политико со ссылкой на источники. Официально такой должности нет, но европейские правительства призывают назначить отдельного переговорщика.
Источники издания утверждают, что такую меру предлагают из-за опасений, что Вашингтон и Москва могут заключить сделку по Украине, не обсуждая ее условия с союзниками Киева. В то же время Bloomberg отмечает, что спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем приехать в Москву на встречу с Путиным. По словам собеседников агентства, встреча может состояться уже в этом месяце, но сроки могут сдвинуться из-за ситуации в Иране. США приостановят выдачу иммиграционных виз россиянам и гражданам еще 74 стран, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит. О введении мер ранее рассказал телеканал Fox News. По его данным, решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок. Причиной названа необходимость пересмотреть процедуры миграционного контроля. Как ожидается, меры не коснутся туристических и других неиммиграционных виз. Их Госдепартамент будет выдавать в прежнем режиме. Политика Юлию Тимошенко обвинили в подкупе депутатов Верховной Рады. По версии следствия, глава фракции «Батькивщина» платила деньги за то, как депутаты голосуют. Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи прослушки переговоров. Как утверждается, на них Тимошенко с неназванным депутатом обсуждают условия и то, как именно он узнает о том, за какой законопроект ему голосовать. В офисе партии Тимошенко прошли обыски. По мнению политика, они стали частью подготовки к выборам. Она назвала происходящее политическим заказом и отвергла все предъявленные ей обвинения. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев может возглавить федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму, узнала газета «Ведомости». Окончательное решение, по ее данным, будет принято весной. Выборы депутатов Нижней палаты парламента России состоятся в сентябре. В Кремле считают, что Медведев может привлечь ультраправый электорат. В 2021 году во время прошлых выборов список «Единой России» возглавлял бывший министр обороны Сергей Шойгу. В последний раз Медведев вел за собой единороссов на выборы в 2016 году. Тогда он был главой правительства. Вот такие вот довольно длинные новости мы имеем по дню предыдущему. И что тут скажешь? Много разных эмоций наверняка возникает, дорогие друзья. Ждем ваших эмоций в чате нашей трансляции. Неужто непонятно политтехнологам, что Дмитрий Анатольевич Медведев сейчас фигура непопулярна? Неужели нельзя было найти каких-то более компромиссных, как фильм «Чебурашка» на фоне блокбастеров про войну, что-то вот такое, знаешь, которое могло бы отвлечь, не знаю, Эльвиру Набиуллину поставьте во главе. Ну нет, тут это молоко, знаешь, она тоже непопулярная, потому что все, что связано с деньгами у нас в массах. Это слишком на умного человека Эльвира Набиуллина, но Дмитрий Анатольевич Медведев – это человек-мем, и его в народе не воспринимают, конечно, совсем. Ты о каком народе говоришь? И мем-то он, понятно, среди кого? Это как бы среди нас больше. А вот если говорить про народ, собственно, как Ну, посмотри, сколько людей ходит в кино на фильмы про СВО, сколько человек реагирует на эту повестку, сколько ходит на концерты, там, не знаю, Арбениной, ой, господи, кто там пел, ты Тулула? Чечериной, да. Чечериной, да. То есть это же все крупицы какие-то. Мне кажется, основная часть населения, она просто сидит и помалкивает. Что она думает? Но это точно не ястребы, да? А Анатольевич, конечно, он такой для ястребов. Есть ощущение, что это глубоко непопулярная фигура на самом деле. Ну, видишь, так глубоко думать и смотреть вперед, я думаю, что вряд ли есть возможности у тех самых политтехнологов, которых ты упоминаешь. То есть понятно, что хотелось бы какое-то там новое лицо или там какой-то лучик надежды, но это было бы слишком для них. Это что значит, какой лучик надежды? Да вы что, с ума сошли? Лучик надежды, он в другом месте сидит, ну там рядом, в смысле, недалеко. Фамилия его известна, из 5 букв. Так что никаких таких популярных людей «Единую Россию» возглавлять не поставят. Тем более, что вопрос с победой на выборах решится очень легко и просто. Мы прекрасно знаем механизмы и способы это решать. Я думаю, что в этот раз и вбрасывать практически нигде не будут. Просто будут переписывать бюллетени в нужном виде. Даже не переписывать, а сразу заполнять.
Тем более, что это легко делается, когда члены комиссии являются все подчиненными председателя, как в каком-нибудь уфимском 96-м лицее, где я работал членом комиссии, и не был подчиненным директрисы, и поэтому результаты там отличались. Так, будем привлекать к выборам подсвинков, иронизирует дорогой Вадим Беляков в чате нашей трансляции. Делайте как Вадим, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему разговору своими фразами и не только приветствиями с добрым утром, хотя всем низкий поклон и за приветствие тоже. Ну что ж, новости у нас околовоенные, в том числе в республике, конечно же, никогда не прекращаются. Вот тут, знаете ли, живешь и думаешь, все для военнослужащих СВО, все для ветеранов, все для героев, но не тут-то было. Центр общественной безопасности Уфы, есть такой у нас, ЦОП. Так вот, он увлечен в незаконном увольнении бойца СВО. На святое покусились чиновники уфимской мэрии, так скажем, да. Из судебного акта следует, что некий Разяб Арсланов, изъявив желание подписать контракт для службы в зоне боевых действий, самостоятельно подал заявление об увольнении. Ну, то есть сам сказал «ухожу». При этом работодатель ЦОП одобрил просьбу сотрудника и уволил его в тот же день. Однако должен был, судя по всему, не увольнять, а сохранить за ним рабочее место. Должен был еще 2 недели отработки объявить. И, в принципе, должен был всячески гладить по головке, говоря, что мы тебя ждем обратно. Если в сухом остатке, то получается именно так. Но ЦОП этого не сделал. И когда вернулся домой, Арсланов в конце октября 24-го обратился к руководителю предприятия с вопросом о трудоустройстве и пытался решить проблему в досудебном порядке, но его обратно брать отказались. И вот теперь суд решил, что ветеран должен быть трудоустроен кровь из носа любой ценой. Так что, друзья мои, вставайте, как говорится, в очередь. Я имею в виду обычных нормальных людей, которые, значит, хотят куда-то устроиться. А не появится ли перед вами какой-нибудь герой, с позволения сказать, который будет претендовать на это самое место? Да. Такие к новости о том, что говорит Кличко, не могу не упомянуть и, так сказать, не напомнить людям, кто забыл, что у нас земляк наш Ростислав Мурзагулов находится в Киеве, и у него до поры не было тоже ни тепла, ни света, ни воды, ни связи. Большой, он очень откровенный пост написал в Телеграме, который поразил меня своими охватами с той точки зрения, что ни один канал этот пост себе не взял, но зато за первые 20 минут публикации, получается, 20 репостов я увидел в личные сообщения. Кто это кому пересылал, мне, конечно, очень интересно. Вот. И, конечно, все это очень эмоционально, много выводов о том, как живут люди в Киеве с маленькими детьми, пожилые, больные. И о том, что делает наша с вами власть. И тут понятно, что уже переходит в разряд уже ненависти ко всему российскому человеку по понятным причинам пережитого. Вот, с выводом о том, что Украина выстоит, а Россия нет, потому что зло всегда проигрывает в оконцовке. Что меня удручило, что мне сильно понравилось, то, что написала некая одна из женщин, наверное, я могу сказать ее имя, по крайней мере, ее зовут Разиля. Разиля написала следующий комментарий. «Извините, пожалуйста, меня, старого человека, но никто из вас, из комментаторов, не сочувствует украинскому народу. Никто себя не винит, а набросились на Мурзагулу». Понятно, что критика бывшего пиарщика Хабирова, она стойкая, и никто ему верить не собирается и в основной своей массе, но, тем не менее, вот этот комментарий, он меня удивил и как-то даже, не знаю, тронул, потому что действительно пост имеет такое значение. Это не Ростислав похвалится, да, это не про него пост, а про факты, про то, как страдает украинский народ под бомбежками. Вместо того, чтобы рассуждать об этом, люди рассуждают о том, насколько он искренен или не искренен в своих словах.
Вот. Конечно, хотелось бы добавить, что несмотря на все те вопросы, которые есть у любого порядочного человека к этому персонажу, да, можно даже сказать так, этот человек сейчас находится в Киеве, несмотря ни на какие возможные амбиции, его не амбиции, почему он это делает, как он это делает. Я посмотрел, как часто у него выходят видео и посты. Да, не часто. В последнее время снизилась у него активность, но, тем не менее, среди тех, на кого я рассчитывал, как на политическую силу, за которой я буду стройными шагами идти, вот у них я этой активности не вижу совсем. Простите меня, пожалуйста. Ну да. И в сухом остатке Мурзагулов сегодня делает и делает гораздо больше, чем многие, от кого мы этого на самом деле ожидали. И делает действительно важную и опасную работу. Скажем так, не каждый из нас, например, если пригласят, даже готов, например, поехать не просто в Киев, но и там буквально проехать по линии фронта. А он это сделал и не один раз. И, в общем, снял на эту тему фильмы. По поводу того, что ты говоришь, вот репосты, я тут думаю, знаете как, наверное, многие из его бывших, так скажем, друзей, к которым он обращается, боятся быть на него подписанными, чтобы читать посты напрямую. И давно заблокировали, чтобы чур меня, как говорится. А тут видят информацию от него и пересылают друг другу в кабинеты Белого дома, чтобы люди увидели, смотрите, что наш бывший там, начальник, коллега, подчиненный, кто угодно. Смотрите, что он делает. Вот. И, молодец, как говорится, в этом смысле, что и делает, и пишет. И мы правильно делаем, что делаем репост его сообщений. В общем, всячески, говоря украинским языком, дякую в этом смысле Ростиславу Мурзагулову за то, что он занял именно эту позицию на сегодняшний день. И это важно в сухом остатке, а не все то, что было в прошлом. Я продолжаю настаивать на этой позиции, по крайней мере, мое мнение такое. Вот ты говоришь, а я увидел на днях, что у одного из крупных начальников БСТ в подписках в Инсте Александр Глебович Немсоров. Такой, дорогие товарищи, тут у нас грамоты от Ради Фаритовича, тут у нас фильмы про СВО, а тут у нас в подписках в Инстаграме Александр Глебович. Я такой, интересно, конечно. Ваши вкусы специфичны, мистер Грей, как в «Оттенках серого» книжке была цитата. Абсолютно согласен. Так, а мы продолжаем. И новости военные также у нас не иссякают. Значит, так. Вот еще одни герои, как раз о которых ты уже вскользь упомянул. Это герои информационного фронта. В кавычках, разумеется, герои. Пропагандисты, зетники, военкоры и так далее. Госорганы будут принимать ветеранов-военкоров вне очереди. Все-таки вот эти разговоры о статусе военкора решили уже окончательно закрепить на бумаге, отлить в граните, как высказывался упомянутый сегодня Дмитрий Анатольевич. Хотя, как известно, гранит не отливается, а гранит – это горная порода, которая изначально является уже сформированной. Ладно. Смотрите, по мнению спикера Толкачева, речь идет не только о социальной защищенности, но и в первую очередь о публичном признании заслуг и особого статуса этих мужественных людей. Называет так он военкоров. Значит, региональный закон о военкорах депутаты приняли еще в июне 2025 года, мы об этом говорили. Он устанавливает понятие военного журналиста, работника военной журналистики, ветерана военной журналистики. Тут целый список статусов только. Статусов больше, чем журналистов, знаете ли. Значит, в числе прочих ветераны могут получить при наличии медицинских показаний разовую двухнедельную путевку в санаторий. В случае гибели журналиста семья может рассчитывать на пособие в 500 тысяч рублей и так далее, и так далее. В общем, заживут теперь хорошо знакомые, в том числе нам, с Женей, товарищи. А депутатам, как обычно, хотелось бы пожелать немножечко на реальные проблемы внимания обращать иногда, на людей, на пенсионеров, на других малоимущих граждан. И, конечно же, нет. Ветры дуют в другую сторону, и нужно поддерживать так называемых героев, прости, Господи. Вы знаете, я вчера добывал статистику по нашим соцсетям о том, сколько человек смотрят, как часто, какие посты, сколько комментируют, чего. И сравнил это, например, с телеграм-каналом телеканала БСТ. Дорогие товарищи, какие вам льготы за то, что вы такие лузеры?
Другого слова нету. Потому что я прекрасно помню, как один товарищ, собственно, который занимался пиаром телеканала, брал бабло в том числе Ростислава, потому что тот приходил на интервью, а так как Ростислав Равкатович большой нарцисс, то ему не устраивали рейтинги БСТ, где ты приходишь на интервью, а у тебя там, не знаю, 800 просмотров, да, в Ютубе. Надо обязательно сделать, чтобы было 15 тысяч, иначе это все не работает. Вот. И, собственно, я посмотрел, вот, что у них 14 тысяч подписчиков, а вовлеченность 0,5%. А посты читают 14% от аудитории. И с нашими цифрами, которые работают, мы работаем без рекламы. У нас работает один человек, который и находит новости, их пишет, и пытается какой-то креатив сделать и так далее и тому подобное. Вот, ну и, понятно, редактор. Мы вдвоем делаем работу целого огромного отдела на телеканале БСТ, который получает огромную зарплату, ну, по сравнению с нашими доходами, если взять. И при этом вот такие вот цифры. Лузеры, никаких льгот, я считаю. Угу. Поддерживаю всячески и добавлю тут от свеженькое от Трампа. Он признался, что сохранять острый ум ему помогает молоко. Вот так вот, дорогие друзья. Все просто, оказывается, в этой жизни, поэтому можете, значит, прислушаться. Вот. А если серьезно, тем временем Иран закрыл воздушное пространство для полетов авиации со стороны Ирака, сообщил телеканал Аль-Хадад. Вот. Какие-то там все-таки события вроде как немножечко разворачиваются, в том числе обнадеживающие. Такс, что у нас в чате? Наверное, год и не может радовать нас таким изобилием радостных новостей, знаешь, чтобы у тебя к середине января уже не было ни Аятоллы, ни Мадуро. Это тогда мы уже совсем губу раскатаем, что уже, там, не знаю, в первой половине февраля мы домой поедем. Ну, не все так быстро, наверное. Ой. Вот и Вадим о своем нам сообщает, что Курултай вчера по ЖКХ немного заседал. Такую дичь наговорили. Постараюсь сегодня об этом написать. Отлично. Мы сообщим нашей аудитории о том, как же там депутаты все-таки разбираются с животрепещущими вопросами. Видимо, так же неадекватно, как и со всеми остальными. Так, лучше всего не иметь никаких дел со СВОшниками, пишут ведомости. Абсолютное отторжение и стараться не пересекаться. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Приводит он при этом народную мудрость. Тоже не поспоришь. Мурзагулова пригласите в гости, пишет Закиев Замир. Замечательный ник, дорогой товарищ. Вот. И идея тоже, в принципе, неплохая. Тем более сейчас, когда мы все в равных статусах, это можно делать и нужно делать почаще. Совершенно верно. Белякову отдельный привет. Могу сказать, что его Уфа Сетими является единственным телеканалом про Башкортостан, на который у меня включены уведомления. Потому что если пост не перерепощенный там кем-то, а именно вашего телеграм-канала, то мне очень интересно почитывать как-то. Угу. Кстати, я думал, что у меня новости войны, так скажем, закончатся, но нет. Есть главная новость, хотя это еще не новость, это всего лишь конспирологическая теория, но мы не можем обойти ее стороной. Дело в том, что пруфы настаивают и продолжают утверждать, что Хабиров все же уходит на СВО. Если вы помните, об этом еще до Нового года немножечко было сказано. Мы, конечно же, эту тему затронули, немножечко поиронизировали на эту тему, но вот издание настаивает. По версии источников, на которые ссылаются пруфы, Хабиров не отказался от своих планов по смене политического кресла на военную форму. Затянувшаяся пауза после его громкого декабрьского заявления, которое якобы было на встрече с людьми, то есть было публичное заявление, но ни видео, ни аудио на эту тему не было распространено, и никаких подтверждений от значимых людей также не было. Так вот, затянувшаяся пауза может подойти к концу все-таки. Якобы он намерен все же принять личное участие в СВО. В данный момент якобы решаются вопросы административного управления регионом на период отсутствия руководителя. То есть он собирается временно как бы сходить, не просто уйти в отставку, как, наверное, стоило бы ожидать, а вот временно сгонять на время своего отсутствия, оставить место блюстителя. И якобы
планируется, согласно законодательству, сделать местоблюстителем Андрея Назарова, премьер-министра, но якобы есть традиционные сложности с его утверждением в столичных коридорах власти. Не знаю, все это кажется каким-то совершеннейшим бредом, который не имеет под собой основания, хотя, если копать глубже, то если над Хабировым тучи сгущаются или уже давно сгустились, то, возможно, он пытается таким образом собственную шкуру обезопасить, как вариант. Вот. Тем более, что, понятно, он не будет в штурмовых отрядах. Тут уже и написано, что с учетом его заслуг, должности и прочего, он будет иметь высокое офицерское звание. Только даже вот представить себе не могу, ну что там будет делать условный полковник Хабиров. Ну как бы не имеющий отношения к военным действиям. Что он там будет делать? Понятно, что ничего хорошего и ничего даже хоть немного полезного для той вредной работы, которую затеяла Российская Федерация. Не знаю, эти откуда слухи берутся. Сложно, конечно, тут делать окончательные выводы, но вот пруфы настаивают. Ничего не могу поделать. Так что могут... Мы же примерную цитату Радия Фаритовича помним. Насколько я помню, кстати, она была в еще других источниках, помимо пруфов. А цитата эта звучала вполне себе... Ну, то есть она не имела ничего общего со стремлением поехать на СВО. Цитата была про то, что вот мы, мол, здесь вот в своей песочнице сидим, что-то копошимся, а вот правда такая настоящая, она на войне. И это частое заблуждение таких гражданских лиц, да, о том, что вот там настоящее товарищество, боевое братство, что там вот плечом к плечу парни сражаются. Эта романтика, она присуща многим людям, как мне кажется, которые на войне не были и войны не чухали, а читали о ней в книгах. И тут, в принципе, я ничего такого, собственно, смежного, так сказать, с уходом на войну не увидел. Это раз. Два. Ни один уважающийся, вот сейчас любого политолога возьмем и спросим, может ли такое быть. Я уверен, что любой скажет нет. Кто перед парламентскими выборами отправит главу национальной республики на время повоевать, а вместо него кого-то оставят? Это какой год у нас? 93-й на дворе? Какой, что раз вот захотел взбалмошный какой-то губернатор вот поехать на Первую Чеченскую, я не знаю, например, да, и вот все бросил и уехал. И Борис Николаевич не спросил. Это какие-то не просто сказки, это попытки все еще там сводить счеты, я не знаю, то есть рассказывать какие-то небылицы, как мне кажется. Потому что, в год парламентских выборов это, еще раз повторюсь, невозможно. Это такая встряска. Да, тут заниматься надо, как говорится, фальсификациями. Хотя и без него займутся, конечно, с другой стороны. Не знаю. Тогда и Путина можно отправить на СВО, а всем сидеть здесь все равно же рисуют. Слушай, это святое, это совершенно другая история. Ну, это вот, я говорю, из разряда вот какой-то вот фантастики. Отправлять губернатора на войну. Тут, кстати, по поводу полковничьего звания. Нет, я же предположил, вы слушайте, пожалуйста, что мы говорим. То есть было сказано в тексте пруфов, что он будет иметь офицерское звание. И я предположил, что, наверное, он будет иметь звание уровня полковника. Блин, это пальцем в небо. Но не лейтенантом же он туда пойдет. Ну и генералом, наверное, рановато. Соответственно, полковником, ну или подполковником, если хотите. Вот. Это смешно и грустно одновременно. Вот, значит, посмотрим в итоге. Будет очень весело, если это будет так, как здесь сказано. Вот. Ну, а у нас доблестные правоохранители продолжают, бдеть и обеспечивать безопасность, абсолютную безопасность жителей республики и страны в целом. И вот нового молодого человека, 22-летнего уроженца Уфы, обвинили в подготовке диверсии очередной. По версии ФСБ, парню предложили поджечь трансформаторную подстанцию за 23 тысячи рублей. Боже мой, опять же, смешные деньги, смешной ущерб потенциально мог бы быть. Но теперь человек отправится в тюрьму на 25 лет, а то и на всю жизнь, да? Значит, по версии следствия уфимцу в мессенджере Telegram предложили совершить поджог трансформаторной подстанции, обещая заплатить указанные деньги.
Он, как считают силовики, должен был выполнить ряд обязательных условий, включая видеофиксацию возгорания. В квартире задержанного прошел обыск, а как же иначе? У него изъяли инструменты и вещества, необходимые для совершения преступления. Какие именно, даже не Спички. уточняется. Спички, наверняка спички и вату, да, совершенно верно. Мы в детстве тоже любили что-нибудь взрывающееся, а поскольку под рукой ничего не было, вот при мне, помню, и карбид уже кончился, мы брали в родительской аптечке ампулы от уколов, их было много почему-то, всякие там вот эти пенициллины, видимо, хотя пенициллин он порошком был, а вот то, в чем его разбавляли, короче говоря, было много ампул, все это в вату заворачивали в вату ниточкой, обтягивали, потом поджигали, значит, и отходили. Вата медленно горела, ампула грелась, и в конце концов был такой, ну, типа взрыв. Вот, наверное, такие вещи были найдены у этого парня. Бедняга, конечно, ничего смешного в этом нет, если серьезно. Значит, преступление осознаю и очень сильно в нем раскаиваюсь, в итоге сказал он. Обратите внимание на формулировку, на которую использовал данный молодой человек. Ой, ужасно. Внимание на то, как наши ФСБшники его волочат, и на его испуганные, хоть и заблюренные глазки, но это все видно. 23 тысячи рублей – это сумма, за которую сейчас в России люди не будут ногой мотать полчаса на халяву. Но это не деньги. То, что у него там что-то нашли, ну, давайте, я, конечно, никого не оправдываю, террористические акты там никогда оправдывать не буду во имя никакой бы то ни было цели, мы ничего не знаем про этого парня, но, тем не менее, читая про тех же марксистов, да, вот эта чувилинская история про от 16 до 22 лет, когда у них изъяли садовые грабли там и тому подобное, как чуть ли не средство для совершения революции, можно предполагать всякое, и доверие этому государству ноль. Поэтому, конечно, парня мы будем всячески защищать. Ну, это кажется просто-напросто полным произволом, который стал возможным от безнаказанности. Потому что план по поставкам террористов и экстремистов, он есть. Потому что определенные структуры должны оправдывать собственное существование. В условиях, когда реальных террористов и даже экстремистов их нет в принципе, потому что тех, кого называют экстремистами, таковыми не являются по правде, да? Так вот в этих условиях нужно этих самых преступников где-то находить. Их надо создавать из ничего. И вот совершенно случайные люди, видимо, становятся жертвами этого самого произвола. Я иначе это никак объяснить не могу. Я на 99,9% уверен, что это все не настоящие преступники, о которых мы постоянно говорим. Может быть, это какие-то несчастливые, оказавшиеся в сложной ситуации ребята. Наверняка. Может быть, это какие-то одиночки, дети-сироты бывшие, какие-нибудь нерадивые, там, я не знаю, алкоголики, наркоманы, может быть, даже. Все может быть. Но это не значит, что этих людей нужно обвинять в страшных преступлениях. Хотя, даже если представить себе, что это было, конкретный парень не хотел поджечь конкретную трансформаторную станцию, ну что в этом такого? Ну, трансформаторная станция – это кусок металла, уж простите, да, который можно заменить очень быстро. В общем, это не то, о чем нужно так отчитываться громогласно, хотя для истории фиксируем и, как говорится, не забудем. Ну, слушайте, если мы в эмиграции постоянно видимся с террористами, а фамилия одной из которых Шульман, то какое может быть доверие к этому государству, если вот эта вот женщина вот этим тоненьким голосом, доносящая абсолютные истины, называется в России не иначе как террористкой. Вот. А как работает наш ФСБ, опять же, по марксистам мы прекрасно знаем. Я это знаю вот просто от самых ближайших людей, что они сидели там, обсуждали своих Лениных, Сталиных пенсионерским кружком. Тут пришел какой-то, собственно, человек с ЛДНР, так скажем, именно служивший там, имеется в виду, и начал подначивать этих пенсов о том, что, ребят, что это вы тут революцию обсуждаете вот так вот без зуба, так импотентно. Давайте
давайте соберем там калаши, я не знаю, давайте готовиться к, собственно, силовому захвату. На что, естественно, с запотевшими глазами большая часть пенсионеров сказала: я слишком стар для этого, извините. А вот те, кто там что-то брякнули, вот и за тех, кто что-то где-то куда-то брякнул, составили вот эти все протоколы, на основе которых людям дали 22 года. Ну, это еще не преступление. То, что ты что-то ляпнул, типа, да надо их там действительно вообще всех изувечить. Этот парень ничего не поджигал. Этого парня никто с поличным не поймал. У него дома нашли какие-то вещества, и на этом, собственно, все обвинение строится. Поэтому маловато как бы. Это очень похожие практики, совершенно согласен. Жаль страну, республику нашу, с ног до головы погрязла в ложный показушный мир. Тупик какой-то, пишет Фируза. И, мне кажется, очень всеобъемлюще, скажем, описывает вот то, о чем мы сейчас с вами говорили. И скажу еще банальную, казалось бы, вещь, но на всякий случай, для тех, кто не совсем понимает, как это работает и почему у нас все-таки по-другому, а в других странах не так. На это некоторые отвечают: им расскажешь про такие случаи произвола? Они говорят: да, это у всех так на самом деле, и в принципе бесполезно что-то делать, спецслужбы, они способны на все, и никто их остановить не может. Я буду банальным, скажу, что на самом деле нет, конечно же, не так. Даже если в вашей стране довольно жесткая как бы силовая вертикаль, но есть при этом свобода слова, то такого рода случаи произвола очень легко осветить, предотвратить и найти в итоге виновных, которые должны понести ответственность. Для этого должны существовать просто-напросто альтернативные источники информации. Потому что если эти источники будут, они будут эти вещи освещать, и те, кто занимаются беспределом, будут всякий раз оглядываться, думать лишний раз, а стоит ли им пойти на грубое нарушение закона и здравого смысла, на то, чтобы кого-то вновь подставить и посадить. И в итоге эти люди самоцензурой, если хотите, занимаются, да, самоограничениями, не идут на такие ужасные преступления. Для этого просто-напросто нужен один институт гражданского общества, такой как свободные средства массовой информации. Все. Понятно, что СМИ свободными не могут быть, когда во всех остальных вопросах поле выжженное. Поэтому, конечно же, мы говорим о том, что режим должен быть, слово неправильное в данном случае, система должна быть демократической, должны работать институты гражданского общества, и тогда все это в комплексе между собой друг друга уравновешивает. Ну и в конце концов есть простая истина. Демократии между собой не воюют. Тоже то, о чем мы здесь редко упоминаем, но упоминать это стоит почаще, на всякий случай. Так уж сложилось, что страны с демократическими устоями, они между собой воевать не хотят. По разным причинам, это можно отдельно дискутировать, но это факт. Вот. Безусловно, тайная полиция, безусловно, спецслужбы всегда в любой стране будут изо всех сил стараться отжать себе как можно больше кусок пирога и устроить цифровой ГУЛАГ, но, тем не менее, вот тяжело, но оно как-то все решается за счет действительно этих институтов, которые иногда плохо работают, всегда можно показать. А вот тут, видите, помните, вот такой случай произошел. Конечно, это все происходит время от времени, но системного характера нигде нету особо. А в России есть, потому что вот, нефиг было чекистов выбирать к власти, теперь мы еще долго это расхлебывать будем. Значит, у нас более такая приземленная, но важная новость. Вот мы ругаем наших соотечественников порой за то, что они пассивны. С другой стороны, мы их понимаем и оправдываем, потому что что-то делать бесполезно. Так вот, есть те, кто все-таки делают. Например, активист Альберт Рахматуллин потребовал у Радия Хабирова отправить в отставку председателя Горсовета Уфы. Председатель Горсовета Уфы де юре, я напомню, является как бы реальным главой города. Не мэр, не сити-менеджер Ратмир Мавлиев таковым является, а председатель Горсовета Марат Васимов, уроженец деревни моей родной, скажем так. Я с удивлением, помню, об этом узнал и был в шоке от того, что даже из нашей глухой деревни отцовской выходят более или менее известные люди. Но это не значит, что данный товарищ отличается какими-то выдающимися человеческими
качествами, скорее всего, способностями приспосабливаться, выживать, пробиваться сквозь тернии к звездам. Это вот про моих земляков. И можно даже понять в историческом контексте, почему так произошло, но это другой вопрос. Так вот, Альберт Рахматуллин попросил у прокуратуры принять меры прокурорского реагирования в отношении незаконных решений Горсовета о разрешении строительства. О чем же еще может идти речь? У следкома он попросил проверить Горсовет на нарушение уголовного законодательства, в частности, на предмет нарушения статьи 285 «Злоупотребление полномочиями», а у главы Башкирии Хабирова отправить в отставку председателя Горсовета. С Рахматуллиным пруфы пообщались и взяли у него на этот счет комментарий, почему и как. У меня есть абсолютное согласие, да, с тем, что беспределом занимаются наши депутаты в Горсовете, и все это покрывает или, может быть, даже сам способствует председатель Васимов, это понятно. Но как Хабиров может отправить в отставку лицо, избранное, скажем так, жителями? По-моему, нет таких полномочий в законе. С инициативой выступить, да, наверное, может. Прийти к депутатам и сказать, вот ваш председатель нехороший человек, отправьте его в отставку. Но напрямую своим указом все-таки уволить избранного председателя собрания депутатов Хабиров не должен иметь права. Тут у меня в этом смысле убеждение. Вот. Ну, молодец. Рахматуллин Альберт молодец в том смысле, что действительно привлекает внимание общественности к важным вопросам. Кто-то из уфимцев, может быть, даже впервые слышит, что у нас есть какие-то там депутаты, которых мы избирали, у них есть председатель, который, к слову говоря, застройщик тоже. В общем, ужас, конечно же, на самом деле кажется, здесь. кликбейт немножко, потому что никто снимать это не будет. Это изначально сразу понятно. Зачем это нужно, я не очень понимаю. Есть часть деятельности, которую он делает, которая вызывает уважение. Открытый его телеграм-канал, который активно там тоже что-то публикует. Я обращаю внимание на эти новости, но вот эти вот, а давайте кого-нибудь там в отставку, ну, кого Хабиров будет слушать? Такого человека. Да, это понятно. Слушать-то не будет в принципе, но тут вопрос же в том, вообще может ли он, даже если бы он захотел послушать. Вот. И, соответственно, вопрос, как вообще это может вылиться хоть во что-то, да? Хоть какие-то меры где-то кто-то примет. Да, ну как-то Лишь бы самим Рахматуллиным меры не приняли, понимаешь, я больше к этому, чем к тому, что может случиться с председателем. Так, у меня новости тут немножко попроще. Например, школьник из Башкортостана испытал на зимней рыбалке подарки, полученные после его письма Владимиру Путину. Эмир Билалов из Белорецкого района, ученик гимназии-интерната в Уфе и увлеченный рыбак, давно мечтал о спиннинге и ледорубе. Он написал о своей мечте на прямую линию президента. Его обращение заметили активисты Народного фронта и исполнили желание мальчика. На каникулах вместе с отцом он опробовал подарки на зимней рыбалке. Владимир Путин не дал Эмиру Билалову ни каких-то перспектив в жизни, ни хорошего достойного образования, ни здравоохранения уже, судя по бюджету, тоже не будет, ни каких-то понятного горизонта планирования будущего, которое не было бы связано с тем, что Эмир бы не отправился на фронт и тому подобного, но зато теперь у него есть спиннинг и ледоруб. Порадуемся за мальчика. Больше ничего. Это да, не могу я согласиться. Было бы хорошая система образования была бы вокруг Эмира, которая позволяла бы ему, в том числе по болонской системе ужасной, вот этой всей проклятой, из-за которой мы все, собственно, оказались в этой точке, как у нас говорят, да, вот по этой системе оказался бы в каком-нибудь престижном вузе и имел бы перспективы из Белорецкого района окончить, я не знаю, Гарвард. Вместо этого у него есть спиннинг. Ну вот. Зато все порадуемся, лайки соберем. Именно так. Про лайки, дорогие друзья. Действительно, самое время их поставить, если до сих пор еще не сделали. Наша информационная повестка, по-моему, истекла. По крайней мере, у меня точно.
Поэтому напоминаем про лайки, про комментарии, делаем это всякий раз с большим удовольствием и ждем от вас ответной реакции. Так нет, я вижу у тебя еще 3 новости, о которых ты не рассказал чуть пониже. А у меня Это на самом деле... Да, спасибо, что напомнил. Почему-то я упустил, конечно, сейчас. Я тут хотел было пропаганду, как обычно, осветить. Это Башинформ и так далее, да. Но тут как-то вот новостей существенных не нашел. Зато, если прочитать заголовки, буквально хочется сказать, что это не новости, точнее новости, но не Башкортостана, а дурдома, я не знаю, там какого-нибудь, не знаю, заведения специфического, если уж помягче выражаться. Просто послушайте, какие заголовки. Значит, в Башкирии должник спрятался от приставов в алкомаркете. Дальше. Элвин Грей рассказал историю создания песни «Хочу тебя». Вообще, куда смотрит цензура? Вы что там делаете? Там не ЛГБТ ли пропагандируете случайно? Значит, дальше. Где-то там же больше было заголовков. Что-то я не все вижу. Третье, в Уфе почистят от снега выезд в Нижегородку. В Уфе почистят от снега выезд в Нижегородку. Тоже это про то, что, кто-то вышел, извините, посрать. Вот как будто мы сообщаем о том, что... это банальные вещи. Что значит почистят снег в Нижегородку? А так, значит, не почистят, да? Его, видимо, вот раз в году чистят, и для этого нужно целую новость в Башинформе сообщить. В общем, сами все слышали, сами все понимаете. Тут добавить нечего, и поэтому вникать особо глубоко тоже смысла нет. Я вспомнил, как я прятался в алкомаркете на антивоенных митингах. У нас на очередном таком шествии, это был уже март, мы идем, так сказать, я, жена и ее какие-то там окружения, и в какой-то момент, это были в основном девочки лет 19 с синими волосами, с этими плакатиками, такие они вообще безобидные настолько, и тут выезжает этот Бобик и начинает всех бить и винтить и уносить, а так как я со своим ростом больше на фоне дерева походил как на еще одно дерево, я так потихонечку взял всех, кого видел, и уперся в Мастер Вин или куда-то там, вот что-то такое, алкомаркт, и за мной наши бравые герои, менты, не побежали. Вот поэтому всем советую чуть что прятаться в самых привычных местах. А вот насчет Элвина Грея я не понял, почему песня «Я хочу тебя» обязательно с ЛГБТ связана. Я уже утрирую. Тоже хотеть. Сексуальный подтекст, а сейчас об этом не принято говорить. Об этом речь, наверное. Вот. И совсем в завершение, замечательный ведущий новостей Михаил Осокин отметил накануне день рождения. Оказывается, многие об этом написали. И я тоже не мог не вспомнить еще совсем давнюю юность, когда до НТВ еще он работал на канале Останкино, и каждый выпуск новостей начинал со стандартной фразы. Это у меня хорошо врезалось еще в детскую память. Здравствуйте, в эфире новости, в студии Михаил Осокин, главные события дня. И всегда абсолютно эта подборка фраз. Кто его знает, я думаю, что тоже со мной согласятся и со всеми согласятся, что очень интересный, уникальный, интеллигентнейший ведущий, каких было мало даже тогда, когда, в принципе, разных ведущих на телевидении было много, и телевидение было приятным местом, скажем так, да, куда хотелось пойти работать или которое хотелось смотреть и так далее, и так далее. Он такой не наш был, конечно, с той точки зрения, что он немножечко такой Евроньюз, знаешь. Да. Это такой пожилой, американский там. Да, такой подход не без нашей этой Доренковской и прочей нахрапа, этого такого настоящего русской подачи. У него, конечно, не так было. У меня еще одна последняя новость есть, и уже точно закончим. Депутат Госсобрания Курултая, доктор экономических наук Рустем Ахунов представил пессимистичный сценарий развития событий на рынке труда в Башкортостане. По сути, он предрекает, по мнению телеграм-канала «Открытая политика», безработицу и кризис занятости в Башкортостане. Ни много ни мало. Напомню, сейчас безработица у нас рекордно низкая. По его словам, уже в этом году крупные предприятия будут сокращать рабочую неделю, рабочий день, а также стараться предлагать при сохранении рабочих мест выводить людей в администрацию
административные отпуска. Малый и средний бизнес, по словам Ахунова, будет реагировать жестче, увольнять сотрудников. По словам депутата, изменения на рынке труда неизбежны в связи с неудовлетворительными финансовыми результатами года 2025 и негативными прогнозами развития бизнеса на 2026 год. Вот такие вот у нас перспективы. Отнюдь не от каких-то либеральных журналистов и прогнозистов, а ни много ни мало от Рустама Ахунова. Ну что ж, друзья, спасибо еще раз. Вроде я уже пытался попрощаться, но возникли важные детали. Мы их обсудили, поэтому еще раз напоминаем про лайки. Желаем хорошего, удачного дня и будем прощаться. До встречи в следующих эфирах, а именно завтра, в пятницу. Очень, да, хочу, чтобы поставили вы лайки, нас поддержали. И да, и не забывали про другие соцсети, активно развиваем. Хорошие цифры, хороший контент. Стараемся изо всех сил. Всем пока-пока, хорошего дня. Пока.